Это программа «Казак Ньюс. Неделя». В студии Асылбек Абдулов. Здравствуйте. Вместе с журналистами телеканала ТАН мы подведем итоги минувшей недели и поговорим о ее особенностях, тенденциях и лицах. Сегодня в нашем выпуске. Казахстанский президент Назарбаев и премьер-министр Италии Маттео Ренци подписали более 20 контрактов на $500 миллиарда. Гость программы – президент и основатель Астана Групп Нурлан Смагулов. Туристы из Казахстана, отдыхающие в Греции, начали ощущать на себе проблемы с ликвидностью в банках. На фестивале «Канские львы» жюри выбирало победителей из 40 тысяч поданных работ. Завтра, 6 июля, президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполняется 75. Идеологически и календарно его день рождения уже лет 10 привязан к государственному празднику – День столицы. Неделя в Аккурде прошла под знаком грядущего юбилея. Появились, как говорят в нашем цехе, датские фильмы, то есть приуроченные к дате. И это все о нем. Каждый раз их объявляют новым фильмом о президенте и всякий раз портят впечатление пафосной подачи такими елейными интонациями, незатейливой режиссурой и безвкусным, особенно в финале, саундтреком. В этом смысле все по-старому, о главном. Назарбаев в них всегда хорош, чего не скажешь про фильмы о нем. Пока страна готовилась к празднику, сам будущий именинник пробивал для страны иностранные инвестиции, работал за себя и за премьера Масимова. На казахстанско-итальянском бизнес-форуме в Милане с участием президента Назарбаева и премьер-министра Италии Маттео Ренци было подписано более 20 контрактов на $500 миллиарда. Ежегодно растет взаимный товарооборот. В прошлом году он составил $17 миллиардов. В Европе Италия на первом месте. В целом Казахстан с Европейским Союзом торгует на $55 миллиардов. Из них 17 Италия, как видите. Италия один из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. С 2005 года приток прямых инвестиций составил около $6 миллиардов американских долларов. В настоящее время в нашей стране активно работает уже 200 предприятий с участием итальянского капитала. На сегодняшнее мероприятие уже подписано или будет подписываться 500 пакет коммерческих документов еще на $500 миллионов. Это очень хорошо. Считаю необходимым дальше укреплять наше взаимовыгодное сотрудничество, находить общие точки соприкосновения в разных отраслях экономики. Формирование благоприятного инвестиционного климата было, остается в числе наших главных приоритетов. Ключевые документы затрагивают такие сферы, как производство сельхозтехники, продуктов питания, текстильной продукции, машиностроения и нефтяной сектор. Особенно обращает на себя внимание соглашение об уступке доли участия в проекте «Исатай» между Казмунайгазом и компанией «Эни». Судя по всему, главной целью поездки президента в Италию стало создание дополнительных мотиваций для компании «Эни», оператора кашаганского нефтяного месторождения на Каспии. Как мы знаем, правительство Масимова уповает на бюджетные доходы только за счет запуска добычи на Кашагане. Мы ведем свои расчеты из того, что Кашаган будет запущен к концу 2016 начала 2017 года, чтобы мы в своем бюджетном цикле могли рассчитывать на эти доходы и влияние на всю макроэкономическую картинку, начиная с января 2017 года. Визит Ельбасы в Милан также запомнился курьезным случаем. Как пишет газета «Ля Стампа», президент Казахстана и премьер-министр Италии по окончании бизнес-форума застряли в лифте. Заточение продлилось всего несколько минут, и заблокированных в лифте политиков вызволяли подручными средствами, в том числе и топором. После освобождения итальянский премьер Маттео Ренци пошутил: «У нас очень тесные отношения с Казахстаном». Далее в программе обзор экономических событий недели Салтанат Абдрахмановой. Третьи страны увеличивают количество защитных мер в отношении товаров из стран ЕАЭС. Об этом говорится в докладе Евразийской экономической комиссии.
Больше всего в отношении экспортеров из ЕАЭС применяются антидемпинговые меры – 55 мер, а резко возросший импорт ограничивается дополнительными пошлинами. Вводятся технические барьеры – 14 мер и санитарное ограничение. Подобные защитные меры применяют 25 стран. Среди них Европейский Союз, Украина, Индия, США и другие. В части казахстанских товаров антидемпинговые меры со стороны США, Мексики и Таиланда применяются к стальным листам в рулонах, а также к силикомарганцу. Между ВТО и ЕАЭС есть ряд нормативно-административных противоречий. Комментарий Рахима Ушакбаева, зампредседателя Национальной палаты предпринимателей. Определенные противоречия уже возникают. В первую очередь, это противоречия, связанные с разницей в таможенном тарифе. То есть единый таможенный тариф, есть наши обязательства по ВТО, есть исключение по 3171 товарной позиции, по которым Казахстан после вступления в ВТО будет иметь тарифы ниже, нежели чем единый таможенный тариф. Соответственно, стоит задача обеспечить необходимое должное администрирование перемещения этих товаров внутри единой таможенной территории, для того, чтобы эти товары завозили в Казахстан и не попадали, скажем, в Россию без уплаты вот этой разницы в ставках. Как это будет администрироваться, пока неизвестно. То есть одна из гипотез – это необходимость маркировки товаров радиочастотными метками. Сейчас реализуется пилотный проект по маркировке изделий из меховых изделий, шуб. В целом, мне кажется, этого будет недостаточно, конечно. И это, конечно, в какой-то степени будет ущемлять реализацию принципа свободы передвижения товаров. Другой, конечно, большой вызов, на мой взгляд, недооцененный, это снятие таможенного контроля с июля, санитарного, фитосанитарного, ветеринарного контроля на границе Казахстан-Кыргызстан, поскольку Кыргызстан уже станет полноценным участником Евразийского экономического союза. Поскольку, на мой взгляд, ряд предпринимателей выражает обоснованные сомнения о том, насколько надлежащий контроль идет на границе Кыргызстан-Китай, и не будет ли вот эти серые контрабандные китайские товары, очень дешевые, кстати, заходить на рынок стран Евразийского союза и тем самым полностью разрушать наши усилия по индустриализации и развитию своей собственной промышленности. Мы послали свои замечания в проект закона о внесении изменений. Мы ведем переговоры с Министерством инвестиций и развития, с Министерством национальной экономики о том, что нам необходимо адаптировать нашу систему поддержки казахстанских производителей к условиям ЕАЭС и ВТО, но не отказываться от нее полностью. И пока, к сожалению, такого понимания мы не находим. Но очень надеемся на то, что правительство нас поддержит. За 5 месяцев этого года на долю импортеров автомобилей пришлось 85%, сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса. За первые 5 месяцев этого года официальными дилерами было реализовано 44 192 новых автомобиля, что почти на 29% ниже результатов 2014 года. Средняя цена за автомобиль составила $20 583. С начала года Россия занимает первую строку рейтинга с долей рынка около 69%. На втором месте Казахстан с 15% долей рынка. Замыкают тройку лидеров автомобили, произведенные в Японии, с долей рынка в 6,5%. С начала года было реализовано 6652 новых автомобилей казахстанского производства. Самым популярным легковым автомобилем остается Hyundai Elantra. В мае было реализовано 338 единиц данной модели. На второй строчке Skoda Rapid с показателем 334 проданных автомобиля. Замыкает тройку лидеров Kia Cerato New, 180 проданных авто. С момента девальвации цены в долларах на квартиры элит-класса в Астане сократились на 17%. В тенгевом эквиваленте цена остается на уровне прошлого года. На рынке жилья Астаны сохраняется тенденция снижения цен. Средняя цена предложения продажи квартир элит-класса по состоянию на апрель составила $1948 тысяч за квадратный метр. Разница между средней ценой квадратного метра квартир в чистовой и черновой отделками составляет около 17%. По прогнозам аналитиков, тенденция снижения сохранится до конца года. Ожидается, что к концу 2015 года средняя цена сократится еще на 6,5%. Туристы из Казахстана, отдыхающие в Греции, начали ощущать на себе проблемы с ликвидностью в банках. Иностранные туристы в Греции оказались в затруднительной ситуации. В большей степени не из-за введения лимита на снятие наличных средств, а из-за отсутствия наличных денег в банкоматах. На сегодняшний день казахстанцы уже столкнулись с данной проблемой, о чем в нашей программе рассказал управляющий директор Казкоммерцбанка Нурлан Жагипаров. На текущий момент, по нашим подсчетам, в Греции находится до 500 человек, наших клиентов, держателей карточек Казкоммерцбанка. Понятно, что эта информация достаточно приблизительная, и ситуация меняется каждый час. Но в целом мы видим это по транзакционной активности, и мы видим это по данным из
использования интернет-банкинга, мобильного приложения. Несколько десятков человек уже обратились за консультацией, они звонят в колл-центр. Мы специально для них открыли некую горячую линию, где подготовленные люди отвечают, консультируют именно по ситуации, потому что там достаточно такая нестандартная для нас ситуация возникает. Читал заявление Western Union, то есть они тоже закрывают свои офисы, так как они привязаны к отделениям банков, и, соответственно, не могут обслуживать население. То есть там инструментов для того, чтобы работать, оно все меньше и меньше. И достаточно интересная ситуация, наверное, еще и тем, что, наверное, там ряд предпринимателей в Греции тоже там перестраховываются, там, предпочитают где-то, возможно, уменьшить прием карт, и там требует наличность. Мы с этим сталкиваемся, мы видим, что, допустим, некоторые какие-то гостиницы, такое беспокойство, рестораны, кафе. Видим, что, допустим, часто пытаются заблокировать 2 раза что-то там снять. И мы в этот момент как раз с конкретными проблемами клиента смотрим, вникаем и пытаемся уже на месте им помогать. На этом мы завершаем наш обзор экономических событий. Салтанат Абдрахманова для программы «Казахньюс. Неделя». Статистика знает все. Депутаты просят Нацбанк привести все данные о том, сколько позаимствовали банки второго уровня в едином пенсионном фонде и сообщить, сколько средств каждый из этих банков не вернул. Поводом обращения послужила информация о списании Национальным банком 90 миллиардов тенге пенсионных накоплений в ЕНПФ. По данным депутатов, заимствования получили 10 казахстанских банков. Суммы варьируются от 34 миллиардов тенге до 100. Больше всего депутатов волнует, почему средства ЕНПФ были выделены и российскому Сбербанку, причем в сумме, превышающей его казахстанские активы. При собственных 130 миллиардах тенге Сбербанк привлек 152 миллиарда. Продолжение темы в материале Булата Билкасимова. Каждый год начисляли людям плюсом, да? Плюсы шли. И тут у нас минус 90 миллиардов. Значит, кто-то украл. Во время заседания нашей тоже здесь рабочей группы наш коллега поднимал вопрос о тех деньгах, 90 миллиардов, которые пропали. До сих пор мы не можем идти в пенсионном фонде. Пенсионный фонд сослался, что это Нацбанк знает. День сурка в парламенте. Депутаты Мажилиса вот уже 4-й месяц тщетно пытаются обнаружить потерянные единым накопительным пенсионным фондом 90 миллиардов тенге. На заседании в июне этого года точку в поисках золотоносного пенсионного клондайка попробовала поставить экс-министр труда, а ныне депутат от Нур-Отана Гульжана Карагусова. Это то, о чем все время я говорила. Когда были, что вот нет конкуренции, зачем этот единый фонд. И когда я была министром, я без конца говорила о частных фондах, что многие из них ведут очень себя некрасиво, мягкое слово, да? Это деньги, которые в процессе их использования были потеряны частными накопительными фондами. Это не потерянные деньги. А вот тут хорошее слово. Но не будем разбивать. Но успокоить кладоискателей все-таки не удалось. На этой неделе Мухтар Тинекеев, с завидным упорством гнувший свою линию, вновь поднял наболевший вопрос. Правда, в этот раз депутат оказался на редкость краток, видимо, понимая, что добиться ответа вряд ли удастся. На председателя Национального банка по поводу списания с ЕНПФ 90 миллиардов тенге. Спасибо. Где мое золото? Мои миллионы! Где? Но это не единственная мудреная задачка, которую приходится решать мажилисменам. Вот еще один заковыристый пример. Стоимость 2 миллиона 200 тысяч тенге отчислена за 38 лет в пенсионный фонд. При годовой инфляции 7% обесценится почти в 300 раз. То есть составит 35,5% от первоначальной суммы. Вопрос. Какие инструменты, меры предусмотрены борьбы с обесцениванием вкладов наших граждан? Пенсионное законодательство – один из самых сложных и противоречивых документов. В недрах правительства идет его беспрестанное совершенствование. Вот и на прошлой неделе Министерство здравоохранения и социального развития разродилось очередной благостной вестью. Начислять пенсию будут теперь по-новому.
Базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе только при достижении общеустановленного пенсионного возраста. Ее размер при стаже участия в пенсионной системе 10 лет, либо его отсутствие будет равняться 50% от величины прожиточного минимума за каждый год. Сверх 10 лет ее размер будет увеличиваться на 2%, и при стаже 35 лет и более она будет равна величине прожиточного минимума. Плюс к этому в пенсионную копилку казахстанцев с 2018 года будут падать еще 5%, которые обяжут отчислять работодателей. Это нововведение депутаты восприняли неоднозначно. Народные избранники попытались представить, чем это обернется для экономики. Особо мрачные прогнозы оказались у акжоловской фракции, представляющей интересы бизнес-кругов. Дело в том, что сегодня у предприятий в условиях таких непростых доходная часть и без того достаточно узкая сегодня, сузилась. Рентабельность на уровне 5% считается уже достаточно хорошей. Если мы, конечно, фонд оплаты труда он не охватывает, не получает весь доход, но если мы эти 5% будем включать за счет предпринимателя целиком, то делались расчеты, какое это повлечет экономическое последствие для таких предприятий. Талгат Ергалиев подсчитал, дополнительные 5% пенсионных взносов означают, что из оборота предприятий будут изъяты более 400 миллиардов тенге. Это незамедлительно скажется на финансовом секторе. Работодатели крайне расстроены, соответственно, высказывают свое недовольство по поводу введения 5% обязательного пенсионного взноса. Также работники обеспокоены сохранностью вкладов, и что введение 5% обязательного пенсионного фонда в конечном итоге может отразиться на их заработной плате. 64 миллиарда тенге. Таков расчетный потолок потерь госбюджета от введения 5% отчислений за счет работодателей. Эту цифру приводит Минздрав. Но Азат Перуашев в математические способности подчиненных Тамары Дуйсеновой, кажется, не особо верит. Он считает, что предприниматели предсказуемо попытаются снизить свои расходы, а значит в результате уменьшатся и налоговые поступления. Пострадает в итоге государственная казна. Начнут выдаваться зарплаты в конвертах. В результате ухода официального снижения зарплат хотя бы на те же 5%, а скорее всего еще больше. Поскольку, вы понимаете, покажи возможность такой, подвинь к этому, и начнутся эти движения достаточно такие неуправляемые. Будет снижение по индивидуальному подоходному налогу. Просчитан ли он? Оно будет, повторю еще раз, нерегулируемое. Там будет снижение ничем не контролируемое. Заявление Азата Перуашева не всем пришлось по нраву. Гульжана Карагусова в свое время пересела в кресло депутата из кабинета, в котором ныне обосновалась Тамара Дуйсенова. Видимо, поэтому из чувства солидарности она с неожиданной иронией попыталась поставить коллегу по палате на место, а вместе с тем напомнить всем предпринимателям, кто заказывает музыку. Для того, чтобы этого не делалось, мы и внесли в административный кодекс, во-первых, ответственность за снижение уровня заработной платы необоснованное. Вот в этой связи мне кажется, что надо действительно, как правильно было говорилось, надо все время походить с государственной позицией. Азат Турбекович, ваша партия Акжол, вы очень хорошо сказали, мы все члены одного государства. Значит, вам надо сделать упор на то, чтобы работодатели понимали эту ответственность. Карагусова выразила уверенность, что 5% вычеты работодатели благополучно включат в себестоимость продукции и таким банальным способом решат возникшую проблему. Но такая постановка вопроса со стороны нуратановских коллег главу фракции Акжол не устроила. Себестоимость – это не резиновое понятие, у нее есть пределы. Если себестоимость превышает доходы, предприятие становится нерентабельным. И тогда оно просто будет закрыто, обанкрочено. Второй момент – относительно ссылки на административную или какую ответственность. У нас тенденция разговаривать с предпринимателем методом кнута до сих пор не изжита. Мы говорим про экономические методы. Вы говорите про методы, запугивания. Это некорректно, неправильно. Прекратила перепалку Гульмира Исимбаева. Не мудрствуя лукаво, она продавила принятие законопроекта в первом чтении. Мы более часа, почти час задавали вопрос министру. Да, несколько человек выступили, идет выступление уже по второму разу. Это будет повтор. Позиции в целом прояснилась. Я прошу поставить на голосование, поддержать законопроект в первом чтении. Второе чтение законопроекта состоялось уже на следующей неделе. Расторопность Минздрава в этом плане поражает. Но и тут не все прошло гладко. Азат Перуашев вновь попытался воззвать к здравому смыслу чиновников.
Фактически речь идет о введении дополнительного налога, хотя и в завуалированной форме. На то, что это именно налог или, конкретнее по терминологии, обязательный платеж в бюджет, на это указывает тот предложенный формат использования средств от этих поступлений, например, то, чтобы в случае неиспользования отчислений владельцам, они не наследуются семьей, а идут в доход государства. Кстати говоря, выплаты казахстанцам из этих 5% пенсионных отчислений должны, видимо, стать серьезным подспорьем. Прибавка к основной пенсии будет на уровне максимум аж 2 месячных прожиточных минимумов. Это 42 728 тенге. При трудовом стаже 38 лет казахстанец сумеет накопить сумму в размере около 3,5 миллионов тенге. При выплате в размере 2 месячных прожиточных минимумов этого должно хватить почти до 70-летнего возраста. При выплате 1 месячного прожиточного минимума, что более вероятно, скопленной суммы хватит до 76,7 лет. Правда, средняя продолжительность жизни казахстанцев в 2015 году, согласно официальной статистике, составила всего лишь 70,4 года. Таким образом, среднестатистический казахстанец составит государству накопление на сумму чуть больше 1,6 миллионов тенге. При пересчете на 1000 пенсионеров экономия вырастет до 1,6 миллиардов тенге. А эти самые пенсионные бабки что, по наследству передаются? Ну, конечно, и наследник уже ждет, не дождется, когда все пенсионеры помрут. Стоп. Подождите, какого наследника имеется в виду? А наследник у нас у всех один – государство. Между тем, проблем хватает и без введения 5% отчислений работодателями. Экономист Петр Своек посчитал, что казахстанцы недополучают со своих ежемесячных отчислений в пенсионный фонд почти четверть сумм. За 16 лет, если кто участвовал все 16 лет и каждый месяц по 10%, у него сохранилось, накопилось, там, приумножилось и все такое, как если бы с него брали всего по 7,5%. То есть не по 10, а по 7,5%. То есть 25% минус. Работу регулирующих органов в этой области Своек считает попросту непрофессиональной. Сам принцип, когда у человека забирают какую-то денежку на старость, это правильно. И то, что забирают персонально, это правильно. Но то, что ее суют вообще в какие-то ценные бумаги, в какие-то там ненужные проекты или вообще дают банкам для решения их проблем, это непрофессионально и это безответственно. Кстати, всем памятно, наверное, как правительство выделило 10 казахстанским банкам из ЕНПФ от 34 до 100 миллиардов тенге, даже Сбербанку России. Между тем, экономисты отмечают, что длинные пенсионные деньги должны вкладываться в реальную экономику, в базовую инфраструктуру, трубопроводы, электроэнергетику, а не в ценные бумаги Минфина, как это делает Нацбанк. А доход на эти, так называемый инвестиционный доход Минфина, выплачивается за счет средств бюджета, налогоплательщиков, потому что Минфин, он сам не металлургический завод и он не хлебопашествует, он собирает налоги и выплачивает доход с этих своих ценных бумаг, с этих налогов. То есть это просто отвлечение бюджетных средств, это просто безобразие. Экономический обозреватель Денис Кривошеев ситуацию в казахстанской экономике называет тревожной. Уровень внешнего долга вырос, по его словам, до 157 миллиардов долларов. Внешний долг за последний год вырос, и вырос значительно, почти на 10 миллиардов, и стремительно приближается к 100% от ВВП. Закредитованность на душу населения приближается к показателям Греции. Уже очень скоро, мы там совсем немножко, и должны столько же, сколько каждый грек должен, там, находясь там в кризисе. Но внешний долг – это лишь половина беды. Денис Кривошеев уверен, внутренний долг Казахстана не менее масштабен. Мы с вами понятия не имеем, сколько правительство занимает внутри. Сколько она вытащила денег через Самрук, через Фонд национального благосостояния, сколько вытащила через систему пенсионную. Один только показатель, 250 миллиардов тенге было занято с Самрук казна у Национального фонда под 0,01% на 50 лет. Это что вообще за займ такой был интересный? Причем заимствованные правительством деньги из пенсионного фонда экономист считает едва ли не потерянными. По покупательской способности нельзя предсказать, что будет через 50 лет, но это то же самое, что представить себе, что вот вы 10 лет назад заняли, там, условно говоря, 1 миллион тенге, и это было 10 тысяч долларов. Даже сегодня вы, отдавая 1 миллион тенге, это будет уже 5 тысяч, 6 тысяч долларов, но и 6 тысяч долларов тоже подешевели за это время.
а доход от этой системы будет очень незначительный. Между тем, Азат Перуашев на одном из последних заседаний Мажилиса предложил, по сути, вернуться к тому, от чего ушли, и возродить 3-4 частных пенсионных фонда вместо одной неповоротливой и неэффективной государственной организации. Булат Абилкасимов, Дидар Назарбаев, Ахмедияр Дулатова, Казахньюс Неделя, Астана. В рубрике «Гость программы» президент и основатель Астана Групп Нурлан Смагулов. Свое дело выпускник биологического факультета КАЗГУ ведет с 1992 года, когда была создана казахская моторная компания «Астана Моторс». Одна из знаковых фигур первого поколения казахских бизнесменов и меценатов, которых называли «младотюрками». Побывала и на госслужбе, возглавляя государственную продовольственную корпорацию. За заслуги перед республикой был награжден орденом Хурмет. В 2009-м Нурлан Смагулов стал победителем международного конкурса «Предприниматель года» аудиторской компании Ernst & Young. Я рад представить гостя программы «Казахньюс Неделя», президента Астана Групп, бизнесмена Нурлана Смагулова. Нурлан, добрый вечер. Огромное спасибо, что согласились на встречу с нами и согласились ответить на ряд наших вопросов. Итак, позади первое полугодие Евразийского экономического союза. Вот как его создание повлияло на ваш бизнес? Евразийский экономический союз это породил для бизнеса много вызовов, много новых условий. К сожалению, он совпал с ослаблением российского рубля, который оказал основной тренд на развитие автомобильного рынка. Если прошлый год мы готовили вступлению Евразийский экономический союз с большим оптимизмом, и у нас были договора на подписание на продажу нашей продукции в Российской Федерации. В частности, мы договаривались о том, чтобы продавать коммерческую технику Hyundai, грузовики, автобусы, легкую грузовую технику в Российской Федерации. К сожалению, ослабление российского рубля создало большие препятствия для реализации наших планов, и наоборот произошли обратные тренды. Мы видели, как в декабре, в январе месяце была экспансия российских автомобилей, импортных автомобилей, которые были в российских рублях, на территорию Казахстана. Дело в том, что граждане нашей страны поехали покупать автомобили, которые были обесценены в течение короткого времени на 40%. Я не могу упрекать своих соотечественников в том, что они сделали выбор в сторону российского авторынка. Это нормально. Люди должны покупать там, где дешевле, и экономить свой семейный бюджет. Это достаточно хорошо, но это ударило по автомобильному рынку, и это совпало, к сожалению, с тем периодом, когда мы вступили в Евразийский экономический союз. И по нынешним показателям, безусловно, лидер – это автомобили российского производства. Да, вот новая парадигма рынка, что автомобили с Российской Федерации хлынули сюда и продавались очень активно. Вот первые все месяцы мы давали интервью. В январе месяце наша ассоциация казахстанского автобизнеса дала большую пресс-конференцию. Мы сказали, что мы должны сохранить свое лицо официального автобизнеса. Мы должны предпринять все меры, чтобы выровнять дисбаланс с тем, чтобы не российские автодилеры продавали свои автомобили в Казахстане, а мы, казахстанские автодилеры. Мы обещание свое сдерживаем. На сегодняшний день уже нету того потока машин, который был с Российской Федерацией, он буквально прекратился уже в марте-апреле текущего года. Сегодня мы стабилизировали всю ситуацию. Нужно сказать, что по многим брендам мы продаем автомобили больше, чем в прошлом году. Вот, несмотря на то, что мы первые месяцы были провалены в продажах, но, например, по таким, может быть, не сильно массовым сегментам, как BMW, например, или Subaru, мы вышли на показатели не только прошлого года, но и выше. Что касается массового сегмента, это Hyundai, мы наращиваем свои объемы продаж, и мы еще не подошли к прошлому году, определенное падение есть. В общем, на рынке падение к прошлому году 28%. По производству мы потеряли 33% к прошлому году.
Но, тем не менее, динамика такая, что к концу года мы попытаемся нивелировать вот такое резкое падение рынка в начале года. Какие факторы позитивные мы видим на рынке сегодня? Это то, что российский рубль, во-первых, он перестал падать и укрепился по отношению к доллару. Второй фактор – это беспрецедентная помощь правительства казахстанскому автопроизводству. Были выделены такие кредиты потребительские, дешевые потребительские кредиты для нашего населения, чтобы поддержать автопром. То есть поддерживали и потребителей, и поддерживали автопром. Самая главная идея этой программы льготного автокредитования под отечественные автомобили, она содержится в том, что деньги Нацфонда никуда не деваются, они не тратятся. То есть это не субсидирование, это люди получают кредиты через банки второго уровня, причем ставка очень существенно такая, 4%, если там по-другому считать 7,5% эффективная ставка, то эти кредиты выдаются в тенге на длительный срок, потом потребитель возвращает эти кредиты, и из этих денег кредитуются другие потребители. То есть это как часть национального фонда, эти деньги присутствуют, 20 миллиардов тенге, 15 миллиардов на легковые автомобили и 5 миллиардов на коммерческие автомобили. Это второй фактор, который сыграл на улучшение рынка. Третье, что производители автомобилей почти всех брендов, которые продаются в Казахстане, пошли навстречу, снизили свои цены, где-то нам конвертацию сделали другую по другому курсу. В итоге компромисс всех наших непростых переговоров, что почти по всем брендам мы выровняли те же цены, которые есть в Российской Федерации. Сегодня нет дискриминации для наших потребителей, что в казахстанских автоцентрах цены выше, чем в Российской Федерации. Меня могут многие упрекать, почему вы раньше этого не сделали. Цены назначают автопроизводители, исходя из емкости рынка. Автопроизводители сейчас фиксируют убытки на российском и казахстанском авторынках, но тем не менее они позитивно смотрят вперед в будущее, потому что казахстанский авторынок является определяющим в СНГ. Мы после Российской Федерации вторые по размеру сегодня, в абсолютном значении, не на душу населения. Мы даже обошли Украину и многие другие страны. То есть вы с оптимизмом смотрите, да, на перспективу отечественного автопрома в условиях нынешней жесточайшей уже конкуренции? Мое вообще долголетие в бизнесе, она подразумевает, что я должен позитивно и конструктивно смотреть на любую ситуацию. Мы являемся лидерами рынка уже 2 десятилетия. Мы пережили ни одну девальвацию, ни один кризис. И для нас это всегда вызов. Это всегда возможность мобилизоваться и принять какие-то решения, пусть непростые решения, но мы их принимаем вовремя. Мы фиксируем убытки, мы перестраиваемся и снова поднимаемся. Это путь падений и подъемов, как у каждого человека в жизни. В вашем сообществе как относятся к программе государственной поддержки отечественных производителей, отечественного бизнеса? В чем она должна выражаться? Может быть, чем-то она должна еще дополниться в нынешних условиях? Мы с надеждой смотрим на правительство. Я должен сказать, что правительство не избегает встреч с бизнесом. Вот буквально на прошлой неделе происходило расширенное заседание президиума Национальной палаты предпринимателей Атамекен, и был приглашен премьер-министр, он принял участие. Были непростые и очень откровенные разговоры о будущем бизнеса, и предприниматели обращались напрямую к правительству. Вел это собрание Кулебаев Тимур Аскарович, и он занимал позицию предпринимателей, потому что он объездил сейчас всю территорию Казахстана и знает не понаслышке всю ситуацию. Я скажу, что правительство оказывает те меры поддержки, которые есть у них в арсенале. И были обещаны и точечные поддержки, и программы субсидирования, доступ к дешевым деньгам. Задавались непростые вопросы по валютному регулированию. Как выровнять и укрепить позиции отечественных товаропроизводителей, потому что российская продукция сейчас идет в Казахстан широким потоком, и мы подчас не конкурентоспособны, потому что из-за дешевого российского рубля продукция
российских производителей математически дешевле, чем наши. Не вопрос нашего менеджмента, не вопрос, что мы не можем произвести достойную продукцию по достойной цене. Вопрос, что валюта соседней страны обвалена более на чем 40%. Вот эти вопросы все обсуждались, и бизнес вместе с правительством ищет пути выхода. Эти непростые решения должны приниматься, они будут приниматься. Вот. Сейчас есть хорошая программа, которую я хотел сказать. Это программа национальных чемпионов. Она родилась в недрах самого бизнеса, как инициатива. Эта программа рассчитана, что лидеры предпринимательства должны стать локомотивами среднего бизнеса, локомотивами национальной экономики. Они должны создавать рабочие места, создавать бенчмарки на рынке по инновации, по новым технологиям. Как выбрать этих национальных чемпионов? Это больше должны делать, конечно, аудиторы, независимые наблюдатели. Сегодня они в Казахстане есть. Сегодня даже есть 2 уже списка национальных чемпионов. Скорее всего, что эти списки будут объединены, может быть, даже расширены. Есть разные идеи. И национальные чемпионы – это не просто люди, которые получить должны льготы от государства. Они должны нести перед обществом очень большую ответственность по обучению, по, опять же, инновациям. Но самое главное, что они должны создать совершенно новые конкурентные производства на территории нашей страны, и это должно быть производство экспортоориентированное, потому что если ты не можешь экспортировать эту продукцию, ты не можешь удержать даже собственную территорию и контроль на собственной территории, ну, как где страна, где ты живешь. Поэтому эта программа, она тоже в поле зрения находится правительства и бизнеса. Но я считаю, что еще правительство может и должно помочь при вступлении нас, вот мы сейчас вступаем в ВТО, и в то же время мы уже в Евразийском экономическом союзе, гармонизация всех тарифов, гармонизация всей налоговой политики. Вот, Казахстан должен использовать те преимущества, которые у нас есть. А у нас есть преимущества, мы должны, но по параметрам, там, doing business, по той помощи и легкоте, и простоте регистрации предприятий, развития бизнеса. Мы должны использовать преимущества, например, бюрократия в Российской Федерации или Белоруссии, она идет нам на руку. То есть мы должны привлекать новые инвестиции. Что касается наших природных ресурсов, конечно, государство должно стимулировать, чтобы бизнес добивался и глубокой переработки, и создания добавочной стоимости на нашей территории. Но много-много где правительство и бизнес должны вместе работать, и государственно-частное партнерство должно развиваться, и только так мы можем выйти из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Нурлан, вы, пожалуй, самый успешный из поколения младотюрков бизнесмен, из тех, кто начинал в конце 80-х, начале 90-х. В чем все-таки вот секреты вашего успешного и стабильного, самое главное, бизнеса? Ну, какого-то готового рецепта нету по успешности. Не знаю, мне кажется очень важно. У вас было много на челне, помните уже, да? Да, много было, и я те годы всегда вспоминаю с теплотой и благодарностью. Вот буквально на днях в интервью глава государства сам вспомнил об этих моментах, когда бизнесмена взяли в Соединенные Штаты Америки. Тогда мы первая поездка, начинающие предприниматели, у нас ничего не было за спиной, но и других вообще не было. И нас повезли больше авансом. И сейчас мы уже вот по истечении 20 лет, эта поездка была даже больше, чем 20 лет назад, мы сегодня оправдываем тот вотум доверия, который выдал нам глава государства. Полный самолет я набивал, в Америку приехал, большой бизнес-встреча была, и вот продавал машину вот Нурлан Смагулов, я сказал, вот этот магнат наш машиностроительный, там, или там Булат Абилов продавал спортивную одежду, я говорил, что вот это вот торговый такой гигант. И так они смеялись, и всех, и Сухамбердин был, ну, многие другие были, а что вот это финансист крупнейший там, ну, они думали, ну, оказывается, у них есть там такое дело. По медиа ничего не было, но сейчас стали же, и этих ребят я хотел вдохновить, что вот смотрите кругом вот эти, а почему мы не можем такими быть? Будете, говорю, такими, как я говорю сейчас. Вот помогает, ну, наверное, и этот фактор, что в стране президент страны Нурсултан Абишев произнес национальная буржуазия и как бы повернул общество к нам. То есть
Он внушил нам, что нам не надо стесняться, для нас это будущее, это очень важно, чтобы мы завоевали свое место в обществе и создал у нас какую-то ответственность и, не знаю, мы стали совсем другими после той поездки и после тех слов, которые нам глава государства сказал. Это вера, во-первых. Во-вторых, мы никогда не опускаем руки, потому что нам все это интересно. Наша компания создает проекты, которые должны быть конкурентоспособны. Для нас очень важно брать последние технологии, и мы работаем не в краткосрочную, не в среднесрочную, а в долгосрочную позицию. Например, если мы строим торговые центры или шоурумы, они должны быть лучшими, и по лучшим образцам мы приглашаем лучших архитекторов, лучших инженеров. Мы создаем бизнес-процессинги, которые приняты во всем мире. Мы любим учиться, мы любим все время апгрейдиться. Нам нравится быть в тренде всех последних течений. В этом, наверное, есть какой-то секрет долголетия, что вот сейчас мы строим какие-то свои бизнесы и смотрим на 15-20 лет вперед, как будет развиваться рынок и как мы там в нем будем находиться, как позиционировать себя, бренды, которые представляем мы в Казахстане, продукты, которые мы делаем, насколько они хороши, насколько они доступны, насколько они востребованы в нашей стране. Ну и последнее, конечно, мы держим себя в хорошей форме. Мы интересуемся всем, ездим много, мы приглашаем очень много менеджеров с различных стран, которые работают в нашей компании. Сколько сейчас человек работает в вашей компании? В общей сложности? Работает более 2000 человек. 2000 рабочих мест. Да, и я скажу честно, это высокооплачиваемые, хорошие места. У нас в коллективе очень большая лояльность к нашей компании и к нашей стране, и для нас очень важно, чтобы такие слова, как патриотизм и собственная компания, они совпадали. Потому что чем лучше будет страна жить, тем наша компания больше будет процветать. А сколько человек у вас работало, когда вы начинали, когда это называлось моторная компания Астана Моторс? Начинали мы работать на ВДНХ, в одном из павильонов было 8 человек. Это мой первый коллектив. 8. Я сам был и главным продавцом, директором, и совмещал еще там кучу всяких должностей. 8 человек было у нас. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ваши ответы на наши вопросы. Напоминаю, что гостем программы «Казах Ньюс. Неделя» был руководитель Астана Групп Нурлан Смагулов. Это бизнесмен, который в конце 80-х, в начале 90-х в его компании работало всего 8 человек. Сейчас он создал уже более 2000 рабочих мест. Это бизнесмен, которого авансом президент Назарбаев когда-то назвал крупным автопроизводителем. Но спустя годы эти слова стали явью, и Нурлан Смагулов – один из лидеров отечественного автопрома. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Весь мировой бомонд рекламного рынка на Лазурном берегу определял лучших в своей сфере. В этом году на фестивале «Каннские львы» жюри выбирало победителей из 40 тысяч поданных работ. Весь мир, а за ним и реклама, с бешеной скоростью переходит в цифровой формат. Старожилы сетуют, что цифровая реклама убивает креативный подход к созданию кампании. Но те, кто собирает призы, не согласны с таким утверждением. Реклама может менять форму, но суть ее остается прежней. Реклама должна приносить пользу человеку, вот и все, говорят обладатели «Каннского льва». В категории «Фильм» победило бразильское агентство с роликом, посвященным празднованию столетия легендарной компании «Лейка». За эти годы с помощью знаменитых камер было сделано множество снимков, которые попали в золотой фонд мирового фотоискусства. Бразильцы решили их оживить. Это была программа об итогах, тенденциях и лицах минувшей недели. Следующий выпуск, финальный в этом сезоне, проведет мой коллега Ардак Сейтказин. Я же прощаюсь с вами до 30 августа. До этого времени наша команда будет в отпуске. Спасибо, что были с нами в этом телевизионном сезоне, и до встречи в новом. В студии работал Асылбек Абдулов. Всего вам доброго и до свидания. We didn't invent photography. But we invented photography.